опять мы соберемся в прекрасный майский день. Зеленые фуражки наденем на бикрень, о службе нашей вспомним, о днях в погранвойсках, и о холодном севере, и о боях в песках. И вспомним мы тревоги, дозоры, марш-броски, и вспомним мы горячие афганские пески, отряд и Тункалинский, таджикский перевал, Дальневосточный округ и тех, кто воевал. Придут навстречу Миша, Серега и Андрей, из Нижнего Володя, он нов в кругу друзей. Витек нас всех поздравит, подняв бокал вина. За пограничный праздник сегодня пьем до дна. Вокруг все зеленеет, цветочный аромат наполнит радость сердца. Давай за встречу, брат! Под цвет весны фуражки и от бокалов звон, и песни под знакомый гитарный перезвон, и песни под знакомый гитарный перезвон. На форме ввели пограничную, там акция идет, пограничная лента. Вот. Это вот Филиппова Александра. Это все, если знать, Форумчанина Филиппова Шорников Борис, то есть это Анатолий Борисович. Его в том самом были писатель, поэт был отец его, Борис Шорников. Писал поэму «Сиваш Патара», имейте в виду. На пенсию тоже будет писать. Вражья сила будет вида на переднем рубеже, потому что там элита с древних пор на стороже. И врагу на изумление пронесли через века блеск побед всех поколений. Пограничные войска, пограничные войска — это сила, это гордость, это мужество и стойкость. Пограничные войска, пограничные войска — это дружная семья, это служба без остатка, это жизнь моя. Провожала мама сына, и отец наказ свой дал: ты служи, сынок, России, не жалея живота. Не по годам, серьезен слишком, нипочем ему тоска. И попал служить мальчишка в пограничные войска. Пограничные войска — это сила, это гордость, это мужество и стойкость. Пограничные войска, пограничные войска — это дружная семья, это служба без остатка, это жизнь моя. Службы дни летят, как птицы, незаметно, как кино. В общем, стало на границе все родным уже давно. Грусть пройдет зимою снежной, и родня поднимет тост. Почтальон принес депешу: сын отличник, погранвойск. Пограничные войска — это сила, это гордость, это мужество и стойкость. Пограничные войска, пограничные войска — это дружная семья, это служба без остатка, это жизнь моя.
Пограничные войска — это сила, это гордость, это мужество и стойкость. Пограничные войска, пограничные войска — это дружная семья, это служба без остатка, это жизнь моя. Привит, комплексный препарат БТВ какой-то есть такой? Есть. У меня записано. Здорово! Самое главное, очищенный. Севантарский мусор здесь. Вот Антоний Высоцкий. Он... Дорогие россияне, уважаемые гости, друзья, а также о таком празднике, как День пограничника, известно каждому. Его отмечают тысячи россиян, и не только те, кто пошел пограничными тропами, не только их родственники и друзья. Эта дата священна для всех, кто дорожит миром, для кого такие понятия, как долг, честь и Родина священны. В день 28 мая парни в зеленых фуражках принимают поздравления и награды. В честь них дают салюты, концерты, читают стихи и дают поздравления. Сами пограничники собираются возле памятников, встречаются с друзьями и приходят вместе со своими семьями и родственниками. Ветераны границы, на висках седина, вам покой только снится, дожила бы страна. Ветераны границы, вы иными в строю, и геройство страницы вашу жизнь воспоют. Слово для официального открытия Дня пограничников в нашем районе предоставляется начальнику отдела соцразвития Гордееву Сергею Владимировичу. Уважаемые урнарцы, гости, приглашенные, господа офицеры, разрешите от имени администрации Урнарского района, от себя лично, поздравить вас с этим всенародным праздником, Днем пограничника. Желаю вам счастья, самое главное здоровья, успех во всех начинаниях. А юным пограничникам равняться таких наших офицеров. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется военному комиссару по Урнарскому и Пресинскому районам Бенедиктову Владимиру Валентиновичу. Уважаемые урнарцы, уважаемые гости, дорогие пограничники, во-первых, разрешите вас поздравить с наступающим праздником. День пограничника такой российский, традиционный, наш народный праздник. К сожалению, в последние годы Федеральная служба безопасности доложила главнокомандующему, что пограничные войска укомплектованы военнослужащими по контракту. И на этом приток, скажем так, молодежи, скажем так. Уважаемые гости, дорогие пограничники, братья и сестры, поздравляю вас, конечно же, сперва с этим праздником, Днем пограничника. И день это, конечно же, особенный. Особенный не только для вас, связанный с воспоминанием былой службы, подвигов равных. День это особенный, конечно, для всего нашего Отечества. Потому что мы знаем, что испокон веков наше государство было периодами между миром и войной. Всегда так было, каждое столетие. И мы хорошо знаем,
что испокон веков, самых древних времен, рубежи и границы нашей необъятной Родины всегда доверялось охранять и оберегать лучшим из лучших. Это тоже мы все хорошо знаем. И знаем, что когда случается какое-то бедствие, которое на нашей истории было неоднократно, первыми, кто принимает на себя удар, это, конечно же, пограничники. И поэтому, конечно же, должны быть они лучшими из лучших, как я сказал. И еще в Священном Писании есть такие слова, что нет больше той любви, кто положит душу свою за други своя. Вот эти слова из Священного Писания вам относятся прямым образом. Действительно, среди вас, даже если я знаю, кто воевал, кто вынес тяжести службы, хранил своих товарищей, таких тоже среди нас и сейчас живущих много людей. Действительно, ваша служба очень и очень почетна. Я думаю, никто из вас не пожалел, что прошел ее. И нам, которые сейчас живут вдали от границ, конечно же, спокойно, зная, что стоят крепкие парни и люди. И я больше чем уверен, что не дай Бог, конечно, если что-то опять в нашем государстве случится, враги будут нам угрожать. Я думаю, что здесь сидящие наши пограничники будут в первых рядах. Те, кто опять будут защищать, проливать свою кровь ради спокойствия и мира всех нас, и здесь живущих, и сидящих, сегодня здесь, которые вас будут поздравлять, и вообще наши 1899-1990 года книгу предоставляет вам Московская региональная организация. Также, получается, у нас издательство «Граница» для Вурнарского района, для Вурнарской организации пограничников. Вот. Эту книгу мы передадим в нашу районную библиотеку, чтобы наши детки могли почитать. Спасибо. Представителям кадетских корпусов, кадетских классов, если есть возможность, то по одному человеку из представителей. Да. Вот такого-то образца. Такого-то образца. Я еще раз говорю, знания, знания, знания. Азбуку юного пограничника мы передаем в каждом из классов. Книгу о Никите Карацупе, нашего легендарного пограничника, «Застава Алексея Лопатина», «Застава героев». И для каждого из класса передаем учебную информацию, похоже, с расписанием всего того, что вносит в себя пограничная служба, пограничная стража Российской Федерации. Также, да, диски о службе. Хотелось бы поблагодарить всех ветеранов пограничных войск на сегодняшний день, кто здесь присутствует, за то, что вы являетесь активными членами, за то, что вы реально показываете молодежи свои достижения в службе в прошлом и в настоящем. Отдельную благодарность хотелось бы объявить родителям ветеранов, погибших, живых на сегодняшний день, то, что они поддерживают молодежь, поддерживают движение пограничной службы, действующим пограничникам помогают в своем присутствии. Еще раз вам спасибо и с наступающим праздником нас. Одна школа, что не получила. Дорогие пограничники, присутствующие в зале, дети, родители, поздравляю вас с наступающим праздником, Днем пограничника.
И тем более просит, я вам хочу зачитать поздравления из Москвы полковника в отставке Тихонова Владимира Петровича. Он сегодня передал как раз это поздравление, поздравительный лист. Дорогие земляки, примите искренние поздравления со всенародным праздником, Днем Пограничника, с нашим профессиональным праздником тех, кто сегодня верит славным традициям, боевому братству, пограничников всех поколений, девизу «Отечество, долг, честь». Самые добрые всем пожелания, крепкого здоровья, оптимизма, бодрости, успехов, удачи и благополучия. Полковник в отставке Владимир Петрович Тихонов. На заветной черте той, что в мире ни с чем для бойца не сравнится, на любой долготе, на любой широте пограничник собой закрывает границы. Мир тебя, как незримая нить, по земле пролегает граница, чтоб ее понимать и любить, пограничникам надо родиться. Славлю вас, забывающих отдых, исполняющих свято устав своей службы нелегкую годы, офицеров отрядов застав. Тот, кто на границе в армии служил, то без сна и отдыха, не жалея сил, к неизвестной местности быстро привыкал, вдалеке от дома жизнью рисковал. То в степи бескрайней и в пустыне знойной службу государственную нес всегда достойно. То в горах, то с берега охранял страну, получал за мужество медаль не одну. Наши пограничники, мы гордимся вами. Пусть удача спутницы будет рядом с вами, чтоб здоровье крепким было и стальными нервы, и настрой всегда во всем был правильный и верный. В стране всегда нужна охрана, не обойтись без вашей службы, ведь мы соседи многим странам, и вы гаранты нашей дружбы. О нем и птицы плачут с горою, печальные минуты и часы, достойным сыном, мужеством героя. Прославил он свои отрасы. Он жизнь любил, людей и строил планы. Здесь по траве он бегал босиком. Гордимся подполковником Русланом. Он стал разведчиком, разыскником. Служил он на Кавказе, чувств много, служил на России, миру и добру, оставил память о себе надолго. И я с Шелухина пример беру. Мы славим вас, сыны отчизны, готовые в момент любой, не позарев ни сил, ни жизни, долг выполнить служебный свой. Гордимся вами, верим, знаем, что справитесь с любовью. Пустырь — это роща, канал по границам, а мы пограничники, смелый народ. Как враг не таится, как враг не ловчится, а к нам не проскочит, а к нам не пройдет. Все, кто
Спасибо юным артистам. Будущее нашей смены прекрасное. Наша старость будет проходить в спокойствии. Мы будем жить спокойно. Спасибо. Благодарю. В нашем ряду выполнение еще один отряд юных пограничников. Давайте стоя и аплодируем. Это отряд.
пограничников имеет атаман казачьего хутора Николай Васильев. Товарищи пограничники, также гости, хочу поздравить, разрешите поздравить наших пограничников с наступающим днем пограничника. Желаю, главное, крепкого здоровья, благополучия, чистого неба над головой, чтобы сопутствовала вас удача в дороге. Да хранил вас Господь на много лет. Еще моменты. Вот я в данный момент атаман хутора Георгиевской атаманской станицы, Николаевская, Приволжский казачий округ, МСО Великое войско Донское, Потисаул Николаев Николаевна. Вниз шла граница, я просто говорю, на территории Чувашской республики. Сторожевая линия шла Алатор, Курмыш, Ятрин. Будет начало, там, ладно, там программу мы разослали по школам. Также будет концерт, приедет вокально-инструментальный ансамбль, приедет Раздолица, будет концерт 18:30, вход свободный. Пожалуйста, приходите на этот концерт. Но, как говорится, с Богом! Спасибо большое!
воинская обязанность. Обязанность граждан с оружием в руках защищать государство и нести военную службу в рядах вооруженных сил. Ты защитник Родины, ты будешь учиться военному делу. Тебе предстоит многое узнать, освоить новую технику, оружие, привести себя в хорошую физическую форму и изучить приемы рукопашного боя. Средняя школа номер 10, город Канаш. Это наше молодое пополнение отряда юных пограничников. Так, к церемонии приступить. Товарищи пограничники, присутствующие, юные пограничники, артисты, объявляется минута молчания. Никак от нее не сбежать. Идет туман, но чуть-чуть, а ей в черном век доживать. Это праздник в первую очередь ваш, наши мужественные, сильные, надежные, настоящие мужчины, наши пограничники. Много легенд ходит о мужской дружбе, а у пограничников она особая.
Потому, наверное, и говорят, бывших пограничников не бывает. И я добавлю, коль спросят нас, копили ли вы богатство, то мы ответим, тайны не храня, что лучшее богатство – наше братство. Большая пограничная семья. И для всей большой пограничной семьи, собравшейся здесь, наша небольшая концертная программа. Открывает ее народный ансамбль песни и танцы «Теплеть» межпоселенческого культурно-досугового центра Бурнарского района. Солдат молоденький, пилот не новенький,
за оказанную помощь с их стороны в проведении этого праздника и награждает благодарственным письмом, и каждый участник получает по грамоте. Сын, который является пограничником, Клара Осокина. Дорогие мои погранцы! Провожаю тебя на войну, не куда-нибудь, а в Чечню, где идет настоящий бой, и вернешься ли ты домой, где идет настоящий бой, и вернешься ли ты домой, где взрываются мины в пути, шаг за шагом опасно идти, солдат выполняет приказ, нет дороже жизни сейчас, солдат выполняет приказ, нет дороже жизни сейчас, где бандитские пули свистят, береги себя, мой солдат, поле боя кружится смерть, появляется словно смерть, поле боя кружится смерть, появляется словно смерть. Песня весенняя для вас. Шургуневича. Пограничный церемонии каждый чуловал Шургуневили. А теперь череп не был тени, и вчера поморгнешь в сене, сорвав на лоб как растение. О, сирень, как сирень, сирень, уронишь через сирень. Ах, сирень, как сирень, сирень, чурку не вине, один день. Всем чудей. О, сирень, как сирень, сирень, уронишь через сирень. Ах, сирень, как сирень, сирень, чурку не бери, нет детей. Ох, сирень, как сирень, 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 уронишь через сирень. Ах, сирень, как сирень, 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 чурку не бери, нет детей. А?
Александр Мингалев. Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья по оружию, от всей души я поздравляю вас с Днем пограничника. Желаю крепкого здоровья, терпения, выдержки в вашем ратном труде, ну и праздничного настроения. Ну а для того, чтобы поднять праздничное настроение, давайте споем вашу, как говорится, пограничную песню. Такая веселая, в общем-то, в то же время и грустная. Эту песню, наверное, пели в период службы и после службы. Песня «Зеленые погоны». Народная армейская песня. На зеленые погоны упадут твои ладони, заискрятся белые снежинки. На зеленые погоны упадут твои ладони, заискрятся белые снежинки. Вот уже набиты чемоданы, пролетело 2 нелегких года, но не спится погранцам усталым. Перед долгожданною дорогой я приеду скоро, очень скоро. Заблестят глаза твоих слезинки. На зеленые погоны упадут твои ладони, заискрятся белые снежинки. На зеленые погоны упадут твои ладони, заискрятся белые снежинки. Это ничего, что за 2 года мои губы стали чуть грубее. Это потому, что сной и холод я шептал, как клятву, твое имя. Я приеду скоро, очень скоро. Заблестят глаза твоих слезинки. На зеленые погоны упадут твои ладони, заискрятся белые снежинки. На зеленые погоны упадут твои ладони, заискрятся белые снежинки. Это еще не все. Еще раз с праздником. Ну а 3-й куплет споем вместе. Ты прости меня, я порою заставлял грустить тебя, родная. Это потому, что сной и холод я шептал, как клятву, твое имя. Я
приеду скоро, очень скоро. Заблестят в глазах твоих резинки, на зеленые погоны упадут твои ладони, заискрятся белые снежинки. На зеленые погоны упадут твои ладони, заискрятся белые снежинки. На зеленые погоны упадут твои ладони, заискрятся белые снежинки. Спасибо. Спасибо. Но сейчас я спою свою авторскую песню, которую я написал на стихи Алексея Романова, участника, нашего земляка, участника боевых действий на таджико-афганской границе. В общем, это стихи об увиденном, о пережитом. Парень получил тяжелое ранение в ногу. Эту песню я назвал «Шок». Душой и чувствуя но мы добирались к своей под перекрестным огнем. Скоро скажут врачи, что это был лишь только шок. Бежать из ноги не каждый бы смог. Боль, победи эту боль, стоит биться за жизнь, чтоб вернуться домой. Шок, хлебни спиртный глоток, говори, не молчи, а лучше пой. Высился ввысь, исчез в темноте. Через пару часов будет он в Москве. Ты полюбишь промедол и веришь в свой первый протез. Неотступная боль. Общественная организация военных пограничников настоящей почетной грамотой награждает Мингалева Александра Егоровича за активную работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и оказанную помощь в проведении районного праздника, посвященного Дню пограничника. Ура! Служу отечественную спецназу. Награждается Любимов Денис Владимирович. Павел Владимирович.
от имени ветеранского движения пограничников Чувашской Республики на сцену приглашается для награждения знаком ветеран пограничник афганских событий Васильев Юрий. Он сидит сзади нас. Ребята, которые мы служили, конечно, их мало осталось. Очень мало осталось. Я хочу, которых ребят, которые здесь сидят, я хочу сказать, чтобы вы жили 110 лет, и вам жили и живите, как я живу. От имени Бурманской районной общественной организации военно-пограничников еще раз выражаем благодарность Чувашской республиканской организации, председателю любимой Денису Владимировне конкретно. Молодцы, к нам приехали, нас поддержали. Мы очень рады. Границы России священно неприкосновенны. Ура! Ура! Также за активное участие на мероприятии, посвящению пограничникам, награждается почетной грамотой общественной организации Николаев Олег Петрович. Я служу, как положено, и в приказе начальника быть отмечен за то, что сегодня на заставе ничего не произошло, только Тимофей, на лужу нельзя. Пошли. Пошли давай. Я говорю, освящен в сентябре прошлого года, а сам храм строился 15 лет. И храм имеет такое, скажем, интересное историческое значение, что здесь раньше был монастырь. Монастырь был женский, и он носил название Александрийский монастырь. В честь царицы Александры, последней супруги царя императора Петра II. Вот в честь нее осветили монастырь, был еще в честь ее имени, царица Александра. Во время, знаем, революции, там, гражданской войны и безбожия, монастырь, к сожалению, разрушили в 20-х годах, там организовали коммуну, и сам, получается, поселок Урнары, он был основан сначала с монастыря. Почему у нас храм Георгия Победоносца называется, вот, именуется? Потому что царица Александра была та самая царица, которая вместе с Георгием Победоносцем пострадала. То есть она была женой тоже императора Диоклетиана. Она приняла христианство, видя учение Георгия Победоносца, вот, она уверовала в Христа и стала тоже христианкой. Вот такая связь имеется, что в честь царицы Александра у нас как бы такая связь духовная, Георгий Победоносец. Вам, я думаю, это очень тоже приятно, все-таки вы все бывшие воины. Георгий Победоносец, он тоже был солдатом, скажем так, был, говоря, просто без офицеров, был таким доблестным ужасным, вот. И надеюсь, что двери нашего храма всегда будут для вас открыты. Так что приезжайте, будете милы,
проходить, приезжайте, заходите всегда в гости и самое главное, ходите на молитву. Что у нас здесь особенного? Здесь у нас, конечно, есть икона, где передается справа, тоже красотечки, приложенные иконы зверицы. И вторая икона, которая замечательная, это икона Божьей Матери Христовой. Она освящена на том самом камне, на храм, на котором тело Христа лежало после распятия. И вот сняли на этот камень, у нас на камне, и Иерусалим это икона освящена на камне. Даже можете положиться, иконе поцеловать, но мы это практически там кусок можно сказать свечку на глубоко. Еще раз поздравляем Бога, потому что действительно воин, на Руси всегда считался достойным человеком, лучшим человеком, тем более пограничники вы. Вы должны быть сильны духом, всегда принимать за первый удар, не только во время войны, особенно мужчины, всегда должны, как сказать, в своих семьях, на работе принимать первый удар, чтобы нести тяготы. Женщины должны не видеть ни ваших слез, ни ваших каких-то других изъянов, вы только должны быть сильными. Поэтому я желаю быть сильным духом всегда, чтобы вы жили с Богом, не забывали Бога, потому что без Бога, как говорится, не до порога, всегда у нас заходились со царя веру отечества. Это самые главные слова, которые никогда не перестанут. У нас сейчас царя, конечно, нету, но вера отечества, слава Богу, у нас осталась. Будем надеяться, что до самого скончания века наша вера отечества никогда не угаснет. Еще раз доброго здравия. Пускай Господь вас благословит, ваши семьи, ваших детей, будущих внуков, если у кого есть, и настоящих внуков. И еще раз говорю, всегда двери нашего храма будут для вас открыты.